150 лет прошло со дня рождения человека, полностью поменявшего жизнь абхазского народа, великого абхазского просветителя, основоположника письменной литературы Абхазии Дмитрия Гулия. 2024 год объявлен годом Дмитрия Иосифовича. Без него трудно представить абхазский театр, литературу, историческую науку. В учебных заведениях республики проводятся вечера памяти патриарха. Студенты Абхазского государственного университета удивились своим рвением и любовью к творчеству писателя. С особым трепетом прочитали его всеми почитаемые стихотворения. Мы гордимся тобой, твои сыновья, словно воины в шлемах вздымаются главы белоснежных вершин над чертой бытия. Ты, вскормивший столь сильных и телом, и духом, обраскила героя и братьев его, передал их могущество детям и внукам и продолжил в праправнуках их естество. Дмитрий Гулия с 1919 года являлся редактором первой газеты на абхазском языке «Апсны». Газета получила разрешение на существование как литературное издание, однако быстро вышла за узкие рамки и стала общественно-политической. 27 февраля газете «Апсны» исполнилось 105 лет. Для национальной журналистики газета «Апсны» несет немаловажное значение. Газета для нас значит очень большое, потому что в этой газете там сохраняется наша история. И она выходит сейчас в неделю один раз, но мы надеемся, что она будет выходить еще чаще, чем один раз в неделю. Вечер памяти Дмитрия Гулия прошел по инициативе студентов. Они с особым интересом находили информацию, исторические архивы. Атмосфера при подготовке царила очень душевная, поделился заведующий кафедрой журналистики АГУ Гурам Амкваб. Все, что они говорили это от всей души, а самое главное, все материалы, которыми они пользовались, они новое прочтение им дали с позиции сегодняшнего дня, с позиции их молодежи. Рассмотрели доклады, которые сегодня произносили. Я хочу сказать, что большой интерес у молодежи к абхазскому языку. И я хочу, чтобы это развивалось, чтобы это активно продолжалось. Радует, что в нашей стране немало неравнодушных ребят, которые любят творчество и литературу. Как писал Дмитрий Гулия, оглядываясь на пройденный путь, его усилия не пропали даром. Абхазская литература живет и здравствует. Ульяна Рожкова, Камила Джопо, Абхазское телевидение.